В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. Сегодня у нас в гостях военнослужащий, который спас нашего коллегу Павла Самойлина, участник СВО Рустем Шемсидинов. Рустем, здравствуйте. Здравствуйте. Рустем, и, конечно, первый вопрос, он давно волнует нас. Вы тот герой, который спас Павла Самойлина. Вот расскажите нам, пожалуйста, как это было. В 8 утра, короче, к нам зашли, сказали, нужна группа эвакуации, спасать офицера. Там уже более 5 суток, где-то 5 суток. Скорее всего, он уже давно 200 нам сказали. Ну, хоть живого такого все равно вытаскивать надо, сказать. Мы не знали, что он живой, не живой. Тоже от нас командование там тоже ждала, на рации все спрашивали, живой, не живой. Как мы к нему подобрались, мы вот... Ну, по голосовому, вот, живой, не живой, где ты. Мы тоже искали, точное местонахождение уже приблизительно сказали, но откликнулся, короче, живой. Но, говорит, только одна рука работает, двигается, остальное все, как сказать... Парализовано. Да, парализовано. Он же говорил, что осколок в спине есть у него оказался. Вот. Общались. Через расстояние мы друг друга слышали, но друг к другу подходить не могли. Даже он воды спрашивал, вода у меня была полторушка, специально для этого несли. Так и не смогли мы сразу дать эту воду, потому что птички, вот эти дроны, разведчик, камикадзе, вот это все, крыло, там все под контролем, они все время летают. Мы зашли, просто спрятались и без движения сидели больше часа, наверное, даже не двигаясь, даже, чтобы не заметили движения они. В этот момент переживали? Все-таки и жизнь спасти Да. товарища, и за своей не себя, лишиться, себя да. страшно. Мы из-за этого думали, как вот мы с другом, Коба, у него позывной мой колледж, вот мы с Кобой вдвоем зашли, и в это время мы думали, как сделать лучше, чтобы перетерпеть, переждать, чтобы самих еще там не оставили. И мы все это решали, как сделать лучше. Вот мы думали уже, что там будем сидеть до вечера, чтобы Чтобы в мы же темноте, прямо в обед да. туда попали. Я предлагаю посмотреть видео, которое Павел присылал нам. Мы смотрели его вместе в студии, а теперь посмотрим вместе с вами. Там живые эмоции, и потом еще раз вернемся и продолжим нашу беседу. Видео снимает. Вот братан с Башкирии. Софы, я с Бишгуляк. Да. Спасибо, братишки, Рахмат, земляки. Вот так и познаются настоящие дружбы. Да, идем, Алаверса. Ну а что для вас спасти жизнь человека? Не первый раз, уже 5-6 раз, наверное, это было. Не на войне, вот по гражданке больных приходилось спасать. И в аварии вытаскивать приходилось, машины разворачивать, вытаскивать. То есть это по жизни так Да, было, это складывалось? по жизни, да, уже у меня. Год, 15 дней. Год, 2 месяца, 15 дней. 2 месяца, 15 дней. Первый долгожданный отпуск. Расскажите, как его проводите? Ведь и здесь вы тоже не успеваете отдохнуть. Да. Если я даже дома еще в бане не был. Ну, Душ. зато вы год отслужили, можно сказать, прошли срочную службу. Да, ну друзья, соседи, они же тоже вот служили, ВДВ служили там, морпех. У военных праздники, Да, у военных 23 праздников, февраля. да, вот это все проходит же. Они мне, типа, вы не служили, ваших праздников тут нету, короче. Это. Зато я сейчас с гордостью могу приехать домой. И ветеран войны, вот у нас, считай, целый год еще это СВО, не просто армия же. А сейчас 2 праздника. День Да. ветерана боевых действий и День защитника Отечества. Да. Вы из Бишбулякского района. Я помню в видео, Кайтер говорит, это мои земляки, парни из Бишбулякского района, ваша малая родина. Расскажите, как там вас встречают, как, может быть, поддерживаете связь, как отреагировали? Ну, отреагировали, так и никто не понял и не знал, что я уехал. Я же 25 числа с работы ушел, 29-го медосмотр прошел, да, и 1-го поезд сел, уехал. Даже не знали. То есть вы сказали это, когда ехали в поезде или когда уже прибыли в зону СВО? Кто спрашивал и говорил, кто не спрашивал, так и не знали, наверное. У вас 2 дочки, правильно? Да. А своим дочкам вы когда сказали?
Старшая сказал я, она сказала сразу, что я перечить не буду, твой выбор, сам знаешь. А младшая, это, если скажешь, она же не понимает об этом. Вот она, вот по приезду вот 13 числа я сразу забрал дочку с Белебея домой, к себе домой. Она, считай, целый путь с Белебея до дома плакала. Она все еще плакала, то что встретились, ну вот это свои эмоции. А вы не плакали? За рулем старался отвлекаться. Но вы бы тоже не плакали. смотрел в зеркало назад. Но она плачет, я вот так руку назад сувал, чтобы за ручки держаться. А Нормально сколько всё. младшей дочери? 7. Она вот 1 класс гимназии, Белебей там. Нормально. Не надо насчет этой темы сейчас опять. Нахлынут чувства, да? Да. Но я бы на вашем месте дочку пересадил бы, обнял бы и сам заплакал бы. Ну, это было сперва. Я же сам заходил в школу, сам забрал подарки, все это было. У вас такой говорящий позывной «Колос», и вы 20 лет работаете на комбайне. Выбор профессии, как это произошло? Выбор профессии не случайный, наверное, потому что я с детства любил технику, и отец у меня всю жизнь на технике работал. Вот самая первая техника, вот с отцом я катался, в каком году? Я в школу, короче, не пошел. С отцом целый день на комбайне катался, и вот в 2004 году именно мне этот комбайн попался, отцовский. 2 сезона на нем поработал, да, потом уже на другой пересел. Романтика. Зарплата хорошая. Да, романтика, командировка по Башкирии, Татарии, Оренбург, хоть куда. Вот из-за этого не в одном месте сидишь. Дай бог, чтобы это все поскорее завершилось нашей долгожданной победой. Передавайте ребятам, сослуживцам привет. Надеюсь, что еще удастся немножко отдохнуть здесь и побывать в бане, навестить родных и близких. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Бойцам передавайте большой привет. И вам тоже. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех... Кто приближает победу в тылу? С вами были Артур Галеев И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.